В эфире новости расскажем о самых заметных событиях к этому часу. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. АСН Николаев обсудил с гендиректором авиакомпании «Аврора» создание Дальневосточного альянса. На автомобилях Ленского автотранспортного предприятия продолжают устанавливать датчики контроля топлива. А наши корреспонденты встретились в Якутске с хозяином африканских сурикатов. Как им живется в северных условиях? В конце выпуска. Глава Якутии провел рабочую встречу с руководителем авиакомпании «Аврора». АСН Николаев и Константин Сухаребрик обсудили проект Дальневосточной авиакомпании. Напомним, что согласно поручению правительства России поставлена задача по созданию в макрорегионе альянса из перевозчиков, между которыми установятся партнерские отношения в части выполнения социально важных региональных маршрутов. Участники встречи согласились, что в этом вопросе необходимо найти наиболее эффективный вариант, как с государственной точки зрения, так и с точки зрения населения Дальнего Востока, чтобы обеспечить всех его жителей, в том числе в труднодоступных населенных пунктах, надежным авиасообщением. Между тем стало известно, что новый российский самолет «Байкал», который должен прийти на смену советскому кукурузнику Ан-2, будет монопланом. А его серийное производство начнется в 2023 году. Первый экземпляр воздушного судна, построенного на заводе в Улан-Удэ, должны передать на испытание в конце года. Об этом на днях на совещании в Совете Федерации сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. Он также уточнил, что по заданию Минпромторга выбрана версия цельнометаллического моноплана, то есть одномоторный самолет. Стоимость же самолета «Байкал» не должна превышать 120 миллиардов рублей, а летного часа – 30 тысяч рублей. Отмечу, что в первую очередь «Байкал» создавался для повышения транспортной доступности именно в отдаленных регионах России и развития местных воздушных линий. Представители малой авиации республики также участвовали в голосовании при разработке данной модели. Они надеются, что внедрение нового «Байкала» может стать и новым этапом развития малой авиации в стране в целом. Минпромторг подошел тут более-менее так продуктивно и более, будем взвешенно. И он собрал 38 представителей авиакомпаний, заводов, конструкторских бюро и практиков авиакомпаний, в том числе наши полярные авиалинии там участвовали. Принятое решение о проектировании данного самолета нам какую-то сейчас дает надежду, что действительно появится российский многоцелевой самолет, как они его называют, как малая авиация, который будет действительно конкурировать с иностранными его аналогами. Балка весом почти 500 килограммов упала на ногу механизатору в Ленском отделении УМТС. А в Удачнинском ГОКе заправщик получил перелом лобной кости. Оба пострадавших сейчас находятся на больничном. Работники производственных площадок каждый день сталкиваются с техникой и тяжелыми грузами. Несмотря на регулярные инструктажи, несчастные случаи все равно происходят. Почему? Разбиралась Анна Брянская. Этот заправочный пистолет весит 3 килограмма. Вес вроде незначительный, но именно он стал причиной серьезной травмы головы для одного из водителей Удачнинской автобазы. Мужчина заправлял горную технику. Дело привычное, но обстоятельства сложились не в пользу заправщика. Водитель не убедился в надежности стояночного тормоза, не до конца зафиксировал. Также не были выставлены противооткатные упоры. Вследствие чего топливозаправщик в момент перекачки топлива начал самопроизвольное движение. Машина покатилась, и водитель не смог ее остановить. Шланг натянуло и отрикошетило в голову. В итоге открытый перелом лобной кости. Пострадавший под наблюдением медиков с июня идет на поправку. А в Ленском отделении УМТС работники выгружали металлопрокат с помощью козлового крана. Когда отцепили стропы от груза, 12-метровая балка упала механизатору прямо на ногу. В больнице, говорят, родился в рубашке. Если бы конструкция весом полтонны задела голову, трагедии не миновать. Степень виновности мы определили. Все мероприятия у нас тоже были выполнены в срок, как и информация по акционерной компании «Алроса», так и внутреннее расследование по предприятию в целом. Степень вины мы определили 60 на 40. 60% это степень вины работника докера-механизатора. И 40% вины это организация производства на месте производства работ.
С переломом стопы ленский механизатор находится на больничном, а ведь мог бы продолжать работать. Спешка опасна в большинстве случаев, тем более при обращении с тяжелым грузом. Только за июнь специалисты промбезопасности компании зафиксировали 30 несчастных случаев, в которых пострадали работники. С марта месяца количество снизилось. Благодаря системе трехуровневого контроля, которую не так давно внедрили в алмазной компании, многих травм и переломов удалось избежать. Но на производстве, как правило, остается человеческий фактор – невнимательность, излишняя самоуверенность и надежда на многолетний опыт. Получить выговор, лишиться премии или даже должности – не самое страшное во всех вышеперечисленных случаях. Гораздо страшнее – потерять жизнь. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Еще на одном автомобиле Ленского автотранспортного предприятия установили датчик контроля топлива. Он поможет контролировать перерасход горючего и сведет к нулю его хищение. Им уже оснастили транзитные машины. Теперь очередь почасового транспорта. Подробнее Роман Токмаков. Кропотливый процесс не требует особых навыков, но предполагает стопроцентную концентрацию внимания. Металлическая стружка при сверлении не должна попасть в бак. Глубина при замерах четко вымерена. Данные показания считываются с помощью GPS-трекинга. Далее это передается в отдел мониторинга, соответствующую службу, которая отслеживает данные показания. То есть дистанционно можно это делать? Да, абсолютно дистанционно это все делается. После проведения слесарных работ компьютерная настройка. Специалисты называют ее калибровкой. А вот после установки на место будущей эксплуатации – тарировкой. Компьютер считывает информацию с датчика при пустой таре и о ее постепенном заполнении, чтобы достигнуть максимальной точности измерений. Как оказалось, процесс установки такого датчика достаточно линейный и несложный. Гораздо сложнее его калибровка и уже процесс эксплуатации. На данном Урале датчик уже установлен. Сейчас здесь можно контролировать уровень топлива, его расход, средний расход, заправку или слив топлива с данного автомобиля. Погрешность штатного датчика контроля уровня топлива 30%. Новые же стоимостью почти 7 тысяч рублей допускают погрешность от 1 до 2%. Информация с них попадает не только к службе мониторинга, но и в кабину водителя, на дисплей. Такие датчики установят на 204 машины. Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Вскоре для получения государственных и муниципальных услуг россиянам не придется предъявлять трудовую книжку для подтверждения своего стажа. Достаточно будет обратиться в МФЦ. Как известно, теперь работодатель формирует сведения о трудовой деятельности работника в электронном виде и передает эти данные в информационную систему Пенсионного фонда России. Вместе с тем, россияне пока вправе выбрать формат своей трудовой книжки. По их письменному заявлению работодатель может продолжить вести бумажный документ или же полностью перейти на электронную форму отчетности. Тем, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, бумажную трудовую книжку заводить уже не будут. В столице заработали летние веранды общепита. Горожане, соскучившись по приятным вечерам в уютных ресторанах и кафе, моментально заполонили все столики. Насколько это безопасно и соблюдаются ли необходимые меры, узнавал наш корреспондент Александр Хавренко. В Якутске открыто более 20 объектов общественного питания. В условиях пандемии к обязательным требованиям, чтобы было вкусно и быстро, добавилось еще одно – чтобы было безопасно. За соблюдением правил безопасности пристально следят представители Министерства предпринимательства. Это, во-первых, расстояние между столами минимум 1,5 метра, масочный и режим у сотрудников, также температурный режим у сотрудников. Это все журналы ведутся, уборки каждые 2 часа, а также после каждого клиента. В Якутске вообще открыто больше 20 объектов общественного питания, это летние веранды. Нарушения есть минимальные, которые мы собираемся устранять оперативно, то есть идем на диалог с бизнесом. Но и сами рестораторы стараются не нарушать правила. После долгого вынужденного простоя открытие летних веранд – это и возможность вернуться к работе и получить долгожданную прибыль. Мы открылись 3 июля.
После того, как уже вышел указ, что можно открывать летнюю веранду, один день мы взяли на подготовку для того, чтобы закупить маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Также мы перепечатали за один день все свое меню на ламинированных листах, чтобы их было легко протереть. С утра мы обязательно протираем, после каждого гостя обязательно все протираем, дезинфицируем. Также мы расставили свои столы на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Посуда, она должна обеззараживаться не только в период пандемии, но и всегда. Если это ресторан, то обязательно должны у нас быть посудомоечные машины и, конечно же, специальные антисептики, которыми все это моется, обеззараживается. И еще раз скажу, что это у нас в Тегэндерхане не только сейчас, но и всегда, потому что это требования, санитарные требования Санпин. Горожанам же в очередной раз хочется напомнить, что не стоит пренебрегать элементарными правилами. Мыть и обрабатывать антисептиком руки, измерять температуру и не ходить в кафе и рестораны, если у вас плохое самочувствие. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. Настоящие африканские сурикаты обитают в одной из квартир Якутска. Заморские питомцы уже больше года живут в семье Дмитрия Костромитина. Почти не отличаются от кошек. Так Дмитрий отзывается о своих питомцах. На улицу сурикаты выходят редко, но каждая их прогулка проходит под пристальным вниманием прохожих. И, естественно, сопровождается просьбой сделать фото на память и разместить его в социальных сетях. К слову, сурикат получил свою известность после мультфильма «Король лев», где африканский зверек выступил в роли Тимона. В быту сурикаты Сурик и Веня непривередливы, едят курицу, фрукты и овощи, но иногда в качестве деликатеса хозяин балует их африканскими тараканами и личинками, прямо как в мультфильме. Сурикаты все живут в пустыне Калахари. Там пустыня условно делится на 3 сектора каких-то, к примеру, да? Допустим, сурик, он более серый, он по-моему, с юга Калахари. Веня, он более рыжий. Они по окрасу отличаются. Есть еще огненно-красные сурикаты, ну, примерно такого цвета. Вот. Но по питанию у них тоже рационы разные, допустим. Что они кушают? Ну, естественно, как бы зоофобусы им нужны. Ну, именно питание, которое там живность. Тараканы, зоофобусы, сверчки и так далее. Кушают что курицу, овощи любят, очень любят нектарин. И на этом пока вся информация. Увидимся в следующем часе.